Учебный класс Сыктывкарской школы номер 1 больше напоминает продуктовый склад. Для пакетов с сухпайками едва хватает места. Всего учреждению нужно будет раздать 658 наборов. Например, вот такой запас провианта получат на неделю младшеклассники, которые учатся на шестидневке. Состав сухпайков отличается в зависимости от категории учащихся и графика занятий. Это первая категория учащиеся первых-четвертых классов. Вторая категория – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Третья категория – это дети семей, которые официально признаны малоимущими. И четвертая категория – это дети из семей, которые находятся в социально опасном положении. Главное требование – забирать продукты родители должны в масках и желательно в перчатках. Меры предосторожности никто не отменял. Что же до состава сухпайка, многие из мам и пап вполне довольны. Впрочем, пожелания некоторые из них все же высказывают. Хотелось бы увидеть в пайке чего-то мясного или рыбного. Как думаете, чего не хватает в этом наборе? Тушенки, наверное, какой-нибудь. Что-то мясное, рыбное, не знаю, консервы какие-то. Потому что один сок, это как бы для ребенка, конечно, хорошо, но он его быстро выпьет, и все. И он закончился. Всего в Сыктывкаре продуктовые наборы получат 17 тысяч детей. И чтобы никого не обделить, в столичном управлении образования ведут активную работу с поставщиками и стараются решить проблемы по мере их поступления. Самая большая сложность в том, что нет одинаковых продуктов в городе. Если в других муниципалитетах это малое количество, и оно практически возможна доставка буквально за несколько километров, у нас такого не получится, не получается. И сейчас то же самое, мы ждем поставки, чтобы обеспечить вот этот набор в одинаковых продуктах питания. Потому что, чтобы не было ни разногласий, ни сравнений между образовательными организациями. Что же касается дистанционного образования, то здесь многое дается на откуп самим образовательным учреждениям. Так, в школе имени Олега Кошевого преподаватели стараются использовать разные платформы и больший упор делают на социальные сети. Тем более, что и современные подростки проводят много времени онлайн. Здесь, можно сказать, огромный успех у ребят имеют социальные сети, поскольку они там очень хорошо себя чувствуют, ориентируются, порой даже подсказывают, и в этом случае я даже чему-то у них учусь иногда, потому что как создать опрос, как создать трансляцию, то есть всему этому меня научили ребята, старшеклассники, и сейчас мы с ними очень хорошо взаимодействуем. Берем нашу модель, кладем и считаем 1 десяток. 2 десятка. А вот учитель начальных классов Ирина Ульянова нашла другой подход к своим подопечным. Пришлось даже превратить одну из комнат квартиры в студию для съемок и освоить профессию оператора и монтажера. По словам педагога, сняв пробный ролик и проведя опрос среди родителей, стало ясно, что именно такой формат обучения наиболее подходит для деток. Весь урок я провожу именно так, как проводила бы его в классе. Таким образом, ребята могут смело ориентироваться в тетради самостоятельно. Родители им в данном случае не нужны. Все наглядные материалы находятся на экране. Я указываю на те особенности, куда им нужно обратить внимание. И таким образом дети без помощи родителей, в принципе, присутствуют на уроке, примерно адаптированном, конечно, таком, как они были, если бы они находились в школе. Единственное, что учитель за кадром. Привыкать к новому всегда сложно, говорят педагоги. И, конечно, не все предметы можно изучать дистанционно. С уроком физкультуры есть определенные сложности. Но, по их словам, главное, что учебный процесс запущен. А они, в свою очередь, сделают все, чтобы ученики не только не отстали от школьной программы, но и самоизоляция для них прошла с пользой. Павел Королев, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.